Группа сотрудников военизированной охраны железной дороги Кыргыз-Темиржолу требует отставки своего руководителя Нурлана Тамаева. С таким заявлением выступили некоторые сотрудники на пресс-конференции. По их словам, Тамаева назначили на должность в 2018-м. Участники пресс-конференции утверждают, что до назначения нынешнего директора филиала коллектив был очень слаженным, дружным и все друг другу доверяли. С приходом нового руководителя все изменилось в худшую сторону. За последние 2 года на предприятии повысилась текучесть кадров. По их словам, Тамаев начал принуждать опытных специалистов уволиться по собственному желанию, а взамен набирать неопытных и неподготовленных людей. Группа условных террористов, привлеченная в рамках проведения данных мероприятий, произвела минирование 2 вагонов поездного состава, штабной вагон номер 9, где сидит начальник поезда, где находится радиоузел этого движущего состава. Начальником состава являлся Тамаев Мирлан, младший брат нашего начальника Тамаева Нурлана. Случай это было учебный. Они пропустили, взяли деньги, начальник поезда взял деньги, пропустили, и только в Каинге это учебную мину сняли. Если бы было бы это не учебное, действительно, не дай бог, конечно, то в случае взрыва указанных устройств по оценкам специалистов АТС пострадало бы около 300 человек. Кроме того, он рассказал о случае, который показал отсутствие профессионализма у его руководителя. По словам Качиева, за такую халатность его следовало уволить, однако его даже не наказали. Человек пришел, да, вот на работу или к вам. Они же не молчат, говорят, вот я отдал столько денег, столько ждал. Мы же знаем же, они говорят же. Сколько? То есть 500 долларов? 500 долларов, да, в районе 500 долларов. Мы даже не знаем, куда обратиться. Вот пришлось нам сюда выйти. Да, у нас хотели многие выступить, многие по разным причинам. У некоторых духа не хватило. Но в целом коллектив нас поддерживает. Вы знаете все, мы вас поддерживаем. Качиев отметил, что сотрудники военизированной охраны Кыргыз-Темиржолу много раз обращались во все структуры, в том числе и в Генпрокуратуру, просьбой дать юридическую оценку деятельности Нурлана Тамаева. Надзорный орган передал заявление в транспортную прокуратуру, и руководитель военизированной охраны получил только выговор спустя месяц. 10 тысяч сом присвоил, подделав подпись вдовы Балкыбековой. А в расходных кассовых ордерах, кроме того, он не додал 1000 сом вдове ранее умершего работника Кендербаева. И эти 2 случая дают основания для утраты доверия Качиеву со стороны работодателя. В свою очередь, Нурлан Тамаев показал нам документы, утверждающие, что Медер Качиев как раз-таки был несколько раз осужден и уволен с работы в связи с тем, что отсутствовал на месте во время рабочего дня. Бұл как профсоюз ақшасы 40 000 сом жоғалтпай 10 000 сомды мамлекет берген. Темиржол өлген кишинин өлгөнүнө баягы достойно узатып койгула деген. 30 000 сомду ар бир работник өзү акча чогулткан. Анан бул соттон актанып атат да. Мен Темиржолдун берген 10 000 сомун бердим. А профсоюзда чогулткан элдин акчасына силердин тиешеңер жок. Тамаев утверждает, что не согласен ни с одним пунктом их обвинений. Кроме того, по его утверждению, лишь около 5 человек, включая Качиева, из всего большого коллектива филиала выступают против его руководства. Все эти люди, которые вышли на митинг, его друзья. Скорее всего, он их попросил. По поводу инцидента с учебной тренировкой, это вообще не входит в нашу компетенцию. Взятку давали проводнику, а начальником вагона является мой брат. Это так они хотят связать меня с этой историей. Хотя мы к этому отношения не имеем. Более того, хочу отметить, что я не согласен ни с одним его обвинением в мой адрес. Качиев не раз был осужден и уволен с должности, и поэтому он делает такую реакцию в мой адрес. Все у нас в коллективе дружные. Проводили расследование по его заявлению, но ничего ведь не нашли на меня. Я увольнял только по причине того, что некоторые люди либо уходили на пенсию, либо уезжали на заработки. Более того, Качиев также заявил, что нынешний руководитель военизированного филиала не имеет военного образования и при этом занимает такую должность. Однако и на это у Тамаева был ответ. По его словам, на этой должности не обязательно такое образование, так как филиал является государственным учреждением при Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана. Айдам Атбекова, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.